Хладнокровие и расчет – одни из основных компонентов успешного выступления в ММА. Зачастую боец, бросаясь в опрометчивую атаку, рискует попасться на болевой прием или встречный удар. Чаще всего так проигрывают бойцы тяжелых весовых категорий. Герой сегодняшней нашей программы – ингушский полутяжеловес Амирхан Гулиев по прозвищу Лев. Давайте вспомним карьеру нашего земляка. Свой первый бой в профессиональном ММА Амирхан Гулиев провел в 2015 году. Пройдя всю дистанцию поединка, судьи зафиксировали, что оппонент Амирхана был более убедителен. То поражение стало первым и единственным на данный момент в карьере ингушского льва. В этом бою единогласным решением судей победу одержал боец в красном углу Хусейн Кушагал. Следующий свой поединок Амирхан Гулиев провел в рамках турнира «Дорога в М1. Битва в Назрани» в феврале 2016 года. Тогда на втором по счету номерном турнире в экс-столице нашей республики Гулиев выиграл у Антона Пецаты с сабмишеном в первом же раунде. Убедительная победа Амирхана не окрылила, наоборот, заставила работать на тренировках еще усерднее. Давайте посмотрим на выступление Гулиева в рамках этого турнира. Поединок продлился 56 секунд. В этом поединке удушающим приемом победу одержал Амирхан Лев Гулиев, Республика Ингушетия. Спустя чуть больше 2 месяцев Амирхан Гулиев вновь вышел в рейдж. В 2016 году, 7 мая, в Назрани состоялся очередной турнир по смешанным боевым единоборствам «Дорога в М1. Битва в Назрани». Соперник у Гулиева на сей раз был опаснее, чем в предыдущем бою. Сергей Куцый обещал доставить проблем ингушскому спортсмену, действуя опасно как в стойке, так и в партере. Размен ударами и открытый стиль ведения поединка предполагал его раннее завершение. Так и случилось в итоге. Давайте вспомним ход поединка.
Одержав победы на нескольких турнирах в Назране, спортсмены получают шанс на выступление в горах. Ежегодный турнир под эгидой компании М1 в Таргиме собирает тысячи болельщиков. Шанс проявить себя получил и Амирхан Гулиев, соперник Дарвин Родригес. Именно этот поединок показал, что не зря Гулиева называют львом. Несколько раз Амирхан вырывался из тяжелых положений. Дарвин Родригес стал очень серьезным оппонентом для Амирхана, но испытание это наш земляк выдержал более чем достойно. В 2016 году Амирхан Гулиев провел 5 поединков. По меркам бойцов ММА даже самого высокого уровня это очень солидная цифра. Свой крайний поединок в 2016 году Гулиев провел в конце декабря. Соперник Иван Арадский. Турнир «Дорога в М1». Место проведения – Назрань. Этот поединок фанаты ММА смотрят без лишних слов. В активе Гулиева уже на тот момент шла достаточно солидная серия из побед, но Амирхан не из тех бойцов, что, добившись одной цели, сразу перестают совершенствоваться. В новом для себя промоушене под названием ACB ингушский боец также громко заявил о своих перспективах на титульный поединок. Соперником Гулиева на турнире в Краснодаре стал Илья Бочков, также выдвигающий требования на бой за пояс чемпиона. Из клетки победителем выходит только один, иного исхода не дано. Для победы Гулиев сделал все возможное. Давайте посмотрим, как это было.
завершении боя мы имеем решение вердикт. большинством голосов. Your winner Большинством голосов. from the red corner, Красный угол. Амирхан Гулиев одерживает победу. Majority, также то самое большинство. Одержав победу над Бочковым, Амирхан Гулиев взлетел еще выше в рейтинге полутяжеловесов. Самый опасный соперник в карьере, зрелищный испанец Даниэль Толедо, уже ждал свою очередную жертву. Но в этот раз в роли охотника в клетку вышел Амирхан Гулиев. Этот поединок стал яркой иллюстрацией того, насколько важен расчет в бою и умение хладнокровно оценивать ситуацию. Отработка ударной техники, работа в партере и улучшение функциональной подготовки. Над всем этим каждый день упорно работает наш земляк. Меняя партнеров по спаррингам, работая то в стойке, то в партере, Гулиев постоянно совершенствует свои навыки. Чтобы стать лучшим, нужно победить лучшего. Исходя из этого принципа, Амирхан готовится к новым вызовам в своей спортивной карьере. И готовимся потихоньку. У нас сейчас месяц Рамадан. До ифтара так легкую тренировку делаем. И после ифтара готовимся как физически, так и функционально. И подготовительные тренировки тоже делаем, ну, как вы видите у нас в зале. Вот. Иншаллах, все, я думаю, пройдет нормально. После месяца Рамадан планируем провести сборы либо в Махачкале, Республики Дагестан, либо же в Чеченской Республике. Министерство спорта как решит, так и мы, конечно, поступим, куда они нам скажут поехать. Конечно же, нам нужен очень хороший сбор для такого турнира. Нам нужен очень такой, скажем, мощный сбор. Там же не я один выступает, там многие наши ребята выступают, как и мне, им тоже нужен довольно-таки хороший сбор. В 2019 году Амирхан Гулиев решил закончить начатое и попытаться забрать пояс чемпиона в Лиге М1. На данный момент официального анонса нет, но подготовка уже идет полным ходом. Так получилось, что я перешел в Лигу М1, у меня контракт с ACB закончился, и я перешел в организацию М1. И мне сначала предложили претендентский бой против Дмитрия Фуци, который должен был проводить в Казахстане 30 марта. И как-то соперник по травме у меня снялся. И у меня тоже недавно была операция на мениску, на коленный сустав. Ну и тоже пришлось как бы сняться. Наш бой как бы принесли. Потом сказали, что будут проводить турнир в Витых горах. И предложили бой за титул. Я не отказался, конечно. Как и все, я свои планы не буду раскрывать. Но я планирую по воле Всевышнего, по крайней мере, постараться провести все 5 раундов. Ну, хочу подготовиться на 5 раундов, чтобы, мало ли, не смогу я достойно закончить. Ну, чтобы я хотя бы решение судей выиграл, если Аллах даст. Итак, ну, свои козыри у меня тоже есть. Не скажу, что я такой высококлассный боец, но как бы свои коронки тоже есть. Будем их использовать. Также нам наши ребята помогают. Авуш Мухаммад, как мы знаем, один из лучших бойцов, как и во всей России, тоже помогает мне. И основные ребята, Вах Хашимхоев, Амирхан Волков,
Хамза Долгиев, который также должен выступить на данном турнире. Ну и все остальные ребята, так у нас в зале такая сплоченность, мы вместе все тренируемся, поддерживаем друг друга. Надеюсь, все пройдет хорошо, без травм. Самое главное, это чтобы у нас не было травм, остальное само придет. Среди партнеров Гулиева по залу немало наших прославленных земляков. Один из них – Мохаммад Башир Аушев, один из первых профессиональных бойцов ММА Ингушетии, грамотный тренер, в прошлом президент Федерации смешанных единоборств в республике, постоянно поддерживает свою форму в тренировочном зале, передавая также опыт и Амархану Гулиеву. Амархана, я почему знаю? Амархан, потому что мой ученик, все бои практически, я под моим руководством он делал. Что сказать? В первую очередь, у Амархана дух, а это для спортсмена в первую очередь. Хоть ты можешь быть машину поднимать очень физически сильный, но если у тебя нету здесь, это недостаточно. У нас еще время есть, и будем подтягивать как борьбу, и бокс, и функциональную выносливость. Все вместе. Еще один коллега Гулиева Хамзат Долгиев, экс-чемпион лиги М1 в полулегком весе, отмечает, перспективы в полутяжелом дивизионе у ингушских бойцов определенно есть. Свой класс Амархан Гулиев уже всем доказал, отмечает Хамзат. Теперь осталось забрать пояс чемпиона. Если взять Сагова, если бы он, я думаю, если бы он не повредил ногу, он бы мог быть и чуть раньше подраться за пояс или там еще что-то. Ну, как так случилась травма, Ибрагим чуть, можем сказать, откинулся назад, и сейчас пришла очередь Амирхана. Я думаю, что в каждом весе, если в каждом весе будет больше наших бойцов, что это будет лучше для нас, чтобы постоянно пояса оставались у нас, чтобы завоевали больше поясов и чтобы были постоянно на виду. Вот после последнего боя Амирхана против испанца, я думаю, что уверен, могу сказать, что 99% Амирхан выиграет, так как испанец был очень серьезным соперником. И до и после поражения от Амирхана он выступает очень зрелищно. Если Амирхан его выиграл досрочно, я думаю, что пояс останется в Ингушетии, и у нас будет свой новый чемпион. Бойцовский дух не только у Амархана, почти у всех наших бойцов очень хороший. Мы большинство выиграли за счет нашего характера. Ну вот определенно взять Амирхана, могу сказать, что Амирхан терпеливый боец, характерный, идет до конца, может идти ва-банк, может рисковать и в итоге выиграть этот бой. Пока нет официального анонса поединка Гулиева, будет преждевременно перебирать потенциальных соперников ингушского льва. В любом случае, болельщики уверены, на турнире «Битва в горах», что пройдет в июле, определенно будет зрелище. Амархан Гулиев это гарантирует.